Всем большой привет с первой избы. Ребят, я сегодня на трицикле. Вот, пожалуйста. Дорога хорошая, просто я прилетел. Приехал один, без собаки. Собаку не взял. Сегодня будет охота, ходовая охота на рябчиков. И, конечно же, без собаки. Сегодня у нас немножко облачно. Был такой снежок небольшой, смотрите. Вот такие хлопья снега выпало. Вот. Ночные заморозки. Заморозки чувствительные сегодня. Подморозило. Ну, до темна здесь буду и обратно поеду. Приехал на один день. Не знаю, что получится. Будете смотреть. Приятного вам просмотра. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И в телеграм-канал подписывайтесь. Там фотографии выкладываю. Тут все без изменений. Уровень воды, что вот со второй избы я спускался, такой же уровень. Хотя сейчас один день был дождь. Этот дождь даже вообще как роса. По дороге, в состоянии дороги уже видно, что дождя мало. Вот. Ладно, сейчас я затоплю печку, с термоса попью чай, уже рассветет нормально. И где-то 5:30 утра я выехал с тем расчетом, чтобы сюда приехать, отдохнуть немножко и уже выйти на охоту. Также буду по дорогам ходить. И может где-то по просекам, по тайге. Посмотрим. Вот. Все здесь хорошо, в принципе. Трицикл Life Pro 32. Ну, я скажу только положительный отзыв. Но отдельно фильм еще, наверное, поснимаю в конце сезона. Полностью плюсы-минусы этого трицикла. Но я не нарадуюсь, ребят. Очень хорошая техника. Сейчас, ребят, вот пришло время. Ночные заморозки, снегопад, холодно. И летом я делал сюда защиту. А сейчас можно даже эту защиту снять. И там с той стороны, чтобы еще второй выхлоп стоял. Короче говоря, не помешает. Это то тепло, что идет от выхлопа. А летом, да, летом жарко, я даже и свои сапоги испортил. Нагрелась этот пробковые сапоги и, конечно, деформировалась. Или как по-другому. Ну, тут темно, к сожалению. Ну, я затоплю печку, потом уже может включусь. Помню, этот матрас я сам туда ложил или кто-то отдыхал. Может, кто-то просто лежал, отдыхал. Вот. В принципе, все чисто. Сейчас буквально 5 минут и в избушке тепло будет. Очень быстро нагреется. Тут у меня вещи. Рюкзак. Этот тент. Ружье взял. Вот этот мешок, первый раз пользуюсь этим мешком. Оружие Север. Мешок такой герметичный. Здесь у меня суконка, куртка. Ну и еще взял эти сапоги болотные и пила, бензопила. Есть кое-какие работы. Может, сегодня я это буду делать. Эти дела, если успею. Посмотрим. Так,
Бензопилу тоже оставляю. Все выгружаюсь. Это на сапоги, может, сейчас одену. Так, сходить за водой надо еще. Ведро воды принесу. Достаточно будет. Вот. Сейчас быстро расцветет. Дым шпарит. Нигде не стреляют. Сейчас фонарик выключить. Короче, стрельбы нету. Ну, утки уже все улетели. Да, в этом году к нам утки, конечно, вообще не попал перелет. Вообще. Сейчас остатки, конечно, еще будут. Черные утки вот эти. Северные. Ну, минимум. Когда спускался со второй избы, вот я здесь тоже останавливался, а домой уже приехал, ну, без фонарика, но уже так быстро стемнело. Но на реке еще было видно, как утки взлетали. И видно было, что эти утки, я думаю, вот эти черные, которые северные, вода чистая, блин, прозрачная. Вообще на лодках никто не ездит. Вообще. Чистейшая вода. А когда ездят на лодках, мутная она. Такие дела. Все, ребят. Основная масса охотников перешли уже на каракаты. Каждым годом все их больше и больше становится. Люди понимают, что на лодках просто нереально ходить стало. На верховье. Ну, до сюда-то еще терпимо. А на верховье я вам показал. И у некоторых охотников еще хуже путь. Что на этой реке, что на притоках, таежных речках. Короче, лучше каракаты, вездеходы или пешком, но не на лодке. Сейчас ставлю. Вот так. Ладно, сейчас завтракаем, поедем дальше. Пилу тоже оставляю. Чехол надо купить. Чехол у чемпиона вообще говно. У Husqvarna она крепкая вообще. Это одно название. Завариваю розовый чай. Короче, сейчас вот перед тем, как попить чай, я сейчас бахнул в банку с 50 метров, думаю, перед выходом в тайгу. Я думаю, я выстрелю, может что-то опять перемена погоды там повлияет на патроны. Вот. С 50 метров в яблочко бах, выстрелил, у меня пуля, она примерно 8 сантиметров выше пошла. Что, думаю, опять не так. Потом у меня черновик на оптическом прицеле, а я не посмотрел. А с 50 метров у меня пристрелен под яблочко, ребят. Да, я думаю, сейчас попробуем. Под яблочко выстрелил, все, в цель попал, я в яблочко, короче. Все нормально. Так что лучше, конечно, лучше. Действительно, вот неделя прошла, месяц прошел, полгода прошло. Вы выходите снова на охоту, не жалейте 1-2 патрона, и перед выходом в тайгу лучше выстрелите, проверьте оружие, оптический прицел. И вот так ошибаешься, лучше черновик тоже сразу приклеить в оптический прицел или приклад, как вам удобно, или в кармане какой-то вот черновик. Купите новые патроны, новые пачки, там новая партия патронов, тоже надо все это пристрелять. Очень большую роль играет эта мелкашка, конечно.
Фу, состояние сегодня какое-то, хрен пойми. Или давление низкое у меня, или что-то, сам не понимаю. В общем, сейчас надо лекарство выпить и в путь. Что-то на сон тянет, как-то вот прям вялость, сонливость. Не знаю. Похоже на то, что вот как будто давление упало. Вот давление или погода просто давит. Надо уже идти, а я тут болтаю. Ладно, сейчас чай попью. Яйцо у меня с собой. 5 яиц взял, кашу взял в банке. Сейчас чай с яйцом попью, с хлебом. Потом яйцо тоже с собой возьму. Там перекус где-то организуем, тоже чай попьем. Вродим, пока не надоест. Посмотрим, есть ли вообще птица, а если нету, то тоже можно и чагу посмотреть. В общем, топор тоже с собой буду брать. В печку подкинул сырые дрова, пусть тлеет, чтобы в избушке немножко тепло было, когда придем. Ладно, как я пью чай, уже снимать ничего не стану, в принципе. Сейчас поедем. Я уже в пути. Вон там трицикл оставил. Впереди меня сейчас ехал Сузуки, такой джип. Белого цвета не знаю. Явно не местный. Кто-то приехал. Вот, в самом нехорошем месте. Я думал эти рябчика, там этот, как же он называется? Крупная птица-то же. Забыл, как называется. В общем, в этом грязном месте он, наверное, немножко забуксовал. Но там, конечно, на УАЗике, наверное, я бы застрял. С моим-то опытом. А этот малыш, я даже и не заморачиваюсь. Любая грязь. Сижу, еду. На малых оборотах он вообще так тянет хорошо. Ладно, хватит, ребят, болтать. Включусь, когда будет рябчик. Просто прогуляюсь. Посмотрим. Упала. Слышал, упала. Да. Он наш, ребят. Сейчас вот видно, как он порхается там. Сейчас расскажу все, как было. Вот так вот. Ой. Да, есть наша птица. Наша птица, даже самец. Я думаю, молчун. Самец молчун. Ух, как красиво, хорошо попал. Прям здорово. Точно самец. Вон он. Вот так он сидел. Куда-то вот сюда, наверное, попал. И здесь вылет. Ну вот, первая птица сегодня. Ребят, вот когда твоя птица, он не улетает. Ты попадаешь. Она твоя птица. А когда не твоя, ты его не находишь. Бывает, под ранком уходит. Всяко разные случаи бывают. А этот, я, короче, шел, свистел. Вообще тишина. Ни одного отклика, не откликается никто. И вдруг из-под ног прям
буквально 5 метров от меня рябчик взлетел и на елку сел. Долго думал, включать камеру, нет, там потом у меня в кармане был, я там сразу включил камеру, на голову поставил и начал свистеть. Я его потому что на елке не видел. Потом свищу, и как будто что-то шевельнулось, чуть-чуть, микроскопическое шевеление такое вот. Но все равно я его не видел. Потом еще раз свистанул, он, короче, взлетел и перелетел на другое дерево. Опять я его не вижу. Но я увидел, ребят, хвост, кончик хвоста. Не птицу, а кончик хвоста. Знаете, как он сидел? Там он сидел, может быть, даже и на березе, но рябчик был за веткой елки. Виден был кончик хвоста, и он так вытянулся, прям шея с головой я вижу, вот так смотрит на меня, а туловища я не вижу. Потом примерно вот так, думаю, пуля пройдет через эту елку 100%, и где вот туловище должно быть, там, ну, выстрелил и попал. Все здорово. Сейчас стреляю охотником 370 патронами. Я уже в прошлых видео я вам рассказывал, что перешел на него и буду с ним охотиться. Ну, в общем, хорошо попал. Вот мой черновик для пристрелки оружия. Ну, для стрельбы. Чтобы знать, на каком расстоянии куда прицеливаться. Иначе просто с мелкашкой уже ты не будешь понимать, куда прицеливаться с 70 метров, или же со 100 метров, или же с 20 метров. Вот, все я расписал для себя, и так удобнее. Ладно, сейчас, ребят, пойдем дальше. Потихоньку иду. Бля, погода вообще шикарная. Лучше не бывает. Тишина, штиль полный. Так листва сухая бывает. Шуршит, падает. Где-то синица поет. И тишина, спокойствие. Не стреляю сегодня. Каракаты не ездят пока. Просто наслаждаюсь этим походом. Ну и начало такое вот. Наконец-то добыли первую птицу. Начнем с малого. Надеюсь, он не последний. Еще будет сегодня. Так что охота продолжается. Приятного вам просмотра. Короче, иду, не свищу, и тут рябчик свистит. Так я более-менее быстрее подлетаю обычно. В общем, буду манить. Не знаю, прилетит или нет. Короче, один там свистит далеко. Второй подлетел, метров 50, наверное, от меня. Вообще замолк. Этот подлетел тоже. Чиркнул там. Хочу зайти там. Может, подниму куда-то. А, ветка шевельнулась, ребят. Вон он, вон он. Увидел. За ветками. Пуля не проходит. Пуля не прошла, видать. Как на ладони сидит. Ветка упала. Рябчик сидит. Отсюда не видно веток. Какое-то препятствие какое-то там есть, видать. А, вижу. Ветка. Есть. Упал.
лучше схожу сразу. Лучше сразу схожу, что-то. Посадка у него такая была. Так, перчатки я на дорогу оставил. Так, куда-то сюда приземлилась она. Вон она. Вон птица. Не может взлететь. Так ты. Ух, уйдет, блин. Вот она, наша вторая добыча. Куда я попал, непонятно. Ни кровинки, ничего. В общем, и отверстия, дырочки от пули тоже я не нашел. В общем, буду ощипывать, посмотрим. Вот. Короче, он подлетел, сидит и сидит. Не подлетает. И уже у меня терпение начало заканчиваться. Думаю, там зайду, может взлетит. И вдруг ветка так шевельнулась. Тогда я увидел, что где-то недалеко. Чуть-чуть подвинулся в сторону и увидел там. Один раз выстрелил, не попал. Ветка упала, сломалась. Вон, смотрите, какие они березовые ветки, роща. И, короче, патрон поменял, смотрю, а он там кормится. Почки собирает. Короче, и немножко, несколько шагов он сдвинулся с места, и вроде нормально, веток нету. Бахнул. Но вот бывает, в оптический прицел даже не видно этой ветки. А они есть от березы. И пуля не проходит. Ну все, добыли. Тут рядом еще один свистит. Буду по дороге идти, внимательно буду смотреть, где-то, может, увижу, а так не подлетает. Да хотя половину расстояния он подлетел. Потом сидит и свистит. Надо просто смотреть, искать. Сейчас листвы нету, издалека не видно. С добычей. В общем, идем дальше. Оставляю птицу, потому что я буду обратно проходить. Топор и птицу оставляю. Я уже далеко. И я имею в виду, чтобы таскать. И там чагу я собирать не стану. Вот такая рогатина. Вот. Ну это чисто, если что, от мышей спасает такой способ. Блять. От мышей, от лис. Так оставляешь и все. Ну можно веревкой, конечно. Намного удобнее. У Олега нету веревки. Вот. Все. Так оставляю. И топор тоже здесь оставлю. На обратном пути, короче, я этих рябчиков забираю и уже пойду по лесу. По пути буду собирать чагу. А там дальше, куда я иду, в общем, на себя чагу потом тащить очень далеко будет. Что все надо сделать с умом. Прошел уже 100 метров. Возвращаюсь, блядь. Что-то вот иду и не хватает рукам. Что-то не хватает. И что-то в голову пришло там рябчики, тыры-пы. А не хватает-то рогатины. Не, ребят, с рогатиной намного легче стрелять. С мелкашкой. 100 метров прошел, блядь. Вон он лежит. Я-моя. Вот так вот. Блин, забыл. Постоянно. Сколько палок уже так забываю. Лучше веревку с собой больше брать. Забыл, фиг с ним. Если далеко возвращаться,
Если веревка, кусок есть, рогатину там 2 минуты сделать. Появился первый каракат. Едет. В общем, едет в лес, поднимается куда-то. Сейчас посмотрю, кто это может быть. Может, Лёшка. Гораже vettelän, jos saa kitsa poisellanna. Блядь, пройдешь, дорога. И крутяны дала. Kurit, nyt kun jäljestään. Он тормозит. Oh, mennek. 7 колесо километра такая. Блядь, ты их будешь туда. Давай тащи. Kujan. Заводите. Starteren. Отключить, да, стартерен. Всякие кручения. Ходите, все. Давай, газуй. Уж там же пи. Кузан же лекта. Да, блядь, подсос. Ты он скрутит. Я баню делаю. Погоди, я не чувствую, что мыка. Да, включите. Вы включите. А muilla näitä ja предохранитель куча. А предохранитель он кускус надо. Я говорю, он кускус так не начал. Блядь. А если я могу кускус надо сейчас ворже. Конne starter. Скорость ты выключишь уже. Ох так. Мог надо водить. Otan щуку, да. Лонжин 30. Ладно. А, лонжин 20. 15. Наверное. Хуже. О, есть контакт. Если не кускус, не? Все, врежешься. И ты, блядь, сенчал, говоришь, кускус впереди. Блядь, он... Ой, еще. Дуркаш на каяк. Дуркаш на каяк. Ну давай, лощида. $600 удовольствия. Знакомый сосед. Он рыбак. Рыбачить едет. Я на своих двоих. Сейчас пока поговорили, вот тут рябчик свистанул. На обратном пути здесь все равно я буду проходить. Буду свистеть. Ну, поговорили. Он едет в избушку. Можно было с ним поехать, но нет, я хочу вот так просто погулять. Просто вот наслаждаться. Сейчас он проедет, тишина снова будет. А рябчики, что наши, увидим, услышим, будем манить. Как повезет, посмотрим потом.